Потенційна військова операція, зроблена Росією, включатиме великий сегмент військових дій у Чорному морі. Тому Румунія та інші чорноморські партнери, на наш погляд, повинні бути так само стурбовані планами Росії, як і Україна, і бути прихильні до стримування Росії, як і ми. Це наша спільна проблема. Генсек НАТО Ян Столтенберг прокомментировал наращивание российских войск на границе с Украиной. Он призвал Россию снизить напряженность. Об этом сообщает сайт НАТО. Столтенберг назвал наращивание российской военной мощи вблизи Украины необъяснимым и неоправданным. Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації. НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати усіх союзників. І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України і Грузії тут, у Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО на цьому тижні. Доцент кафедри міжнародних відносин імені Мечникова Сергій Глебов зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітання з Одеси. Да, витаем. Пане Сергею, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что вот опасения Украины о возможном полномасштабном вторжении России в Украину должны разделять наши черноморские партнеры. Как вы думаете, они все же разделяют эти опасения или нет? Ну, как всегда, разделяют региональную озабоченность. Естественно, в случае открытого регионального конфликта ни одна из стран Черноморского региона не может чувствовать себя в безопасности и будет чувствовать себя в безопасности. Обязательно последует реакция. Однако, насколько эта реакция будет максимально защищать территориальную целостность и военную безопасность Украины, это большой вопрос. И тут мы можем, да, наверное, вспомнить о тех красных линиях, которые вот буквально сегодня российский президент озвучил уже более конкретно, применительно к Украине и к НАТО. То есть это речь идет про оружие, которое может долететь на территорию России за 5-7 минут, правильно я понимаю? Сегодня мы услышали более конкретную и точечную информацию по поводу того, где эта красная линия наконец-то будет проходить. Речь уже не идет о каком-то эфемерном присоединении Украины к НАТО. Так. Речь не идет о расширении НАТО на восток. Речь идет даже о возможности размещения военной инфраструктуры или ее элементов на территории Украины. И вот это та красная черта, которую обсуждали в последнее время многие эксперты, насколько Украина может себя считать гарантированно безопасной при поддержке Североатлантического альянса, а в случае, если на территории Украины появятся ограниченные контингенты армий стран-членов Североатлантического альянса. И вот здесь, конечно, президент Российской Федерации уже играет на опережение, предупреждая союзников по НАТО не появляться на территории Украины в том или ином контексте, в том или ином состоянии. О том, что такие планы вынашивались, мы это знаем, как непосредственно внутри НАТО, так и в рамках Европейского Союза. Ну, то есть это такой больше месседж нашим западным партнерам, правильно я понимаю? Совершенно верно. Мы давно, наверное, все-таки тоже знаем о внутриукраинском дискурсе в отношении того, что единственной гарантией не начала, скажем так, открытой агрессии Российской Федерации, а может служить физическое присутствие солдат стран-членов Альянса на территории Украины. То есть в качестве превентивной меры, да, мы это рассматриваем всегда, получается? Совершенно верно, но здесь четко был обозначен подход Кремля к данной дискуссии, к данному дискурсу. Красная линия четко обозначена. Теперь, собственно говоря, Североатлантический альянс, Брюссель должен что-то с этим делать. А как может реагировать на это НАТО? Сегодня Ян Столтенберг сделал очередное заявление и сказал, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину, так как Украина не является страной-членом НАТО, НАТО, в принципе, не может ей гарантировать эту безопасность. Вот после таких заявлений можем ли мы рассчитывать на помощь со стороны наших партнеров из числа стран Североатлантического альянса?
Ну, такой подход, в общем-то, он был запрограммирован заранее. В части действий, эффективного действия статьи 5 Североатлантического договора входят серьезные сомнения в эффективности и действенности даже для самих членов Североатлантического альянса. То есть насколько страны-члены НАТО готовы максимально активировать статью 5 в случае необходимости. И буквально тоже вчера, сегодня представители Латвии заявили о том, что реальной гарантией безопасности может быть присутствие американского контингента на территории Латвии на постоянной основе. То есть здесь уже, конечно, каждое государство для себя решает, что может реально обеспечивать и гарантировать безопасность, неприкосновенность ее государственных границ. Но, увы, Украина не член НАТО, и это, конечно, существенно снижает возможность Украины обеспечить себе поддержку со стороны Североатлантического альянса. Ну вот если мы говорим про страну, которая стоит в авангарде Североатлантического альянса, про Соединенные Штаты Америки, то совсем недавно The Wall Street Journal опубликовала статью, в котором было написано о том, что администрация президента Джозефа Байдена рассматривает несколько вариантов реагирования на случай вторжения России в Украину. И, как информирует издание, два варианта предусматривают в случае вторжения России. Первый. С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств ПВО и другой военной помощи, а также расширения санкций против России. И второй вариант предполагает, что США пойдет по пути снижения риска конфронтации с Москвой, что мы называем такое умиротворение агрессора, в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США на территории Европейского Союза. Какой из этих вариантов, на ваш взгляд, наиболее вероятный? Принципиально нужно выяснить для себя прежде всего ключевое. Ответная реакция Североатлантического альянса будет уже после того, как Россия совершит открытую агрессию против Украины, либо сделает все необходимое для того, чтобы упредить удар со стороны Российской Федерации, заставить Владимира Путина быть умиротворенным еще до того, как последует открытая агрессия против нашего государства. И вот в этом кроется принципиальное значение тех инициатив, которые могут сегодня исходить от отдельных государств-членов Североатлантического альянса. Так. Конечно, нам хорошо известна инициатива турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении возможного посредничества между Украиной и Турцией. Сам по себе факт посредничества, конечно, очень важен. Да? То есть лидер одного из ключевых региональных государств может подключиться в диалог между всеми заинтересованными сторонами, в данном случае Украина и Российская Федерация напрямую. Однако посредничество и сам институт посредничества будет эффективен только тогда, когда у стран, которые хотят использовать услуги посредника, будет политическая воля следовать рациональным советам от этого самого посредника. И вот здесь, конечно, вызывает очень много вопросов такая посредническая инициатива. Собственно говоря, к чему будут призывать лидеры государств стран Североатлантического альянса, той же самой Турции, Российскую Федерацию, что не начинать открытую агрессию против Украины? Каким образом? Ну, на словах это один аспект. Что Украину заставит признать факт существования Крыма в составе Российской Федерации, конечно, это сценарий абсолютно нереален. А заставит Российскую Федерацию отказаться от Крыма тоже нереально. То есть в чем будет предмет посредничества? Ну, единственное, наверное, посредничество может заключаться в том, чтобы убедить все-таки главу государства-агрессора не прибегать к эскалации конфликта и отказаться от агрессивных намерений уже в более-менее таком открытом формате. А как вы думаете, почему именно сейчас Реджеп Тайип Эрдоган решил сделать такое заявление и вот выступил с предложением стать посредником в конфликте между Украиной и Россией? Почему именно сейчас?
Турецкая республика – друг Украины, Турецкая республика – заинтересованный коммерческий партнер Российской Федерации, Турция – региональный лидер, один из двух центров силы в Черноморском регионе вместе с Российской Федерацией. Любая региональная инициатива со стороны Турции всегда будет заслуживать внимания. Это и член Североатлантического альянса, мы об этом не забываем. У Турции есть свои интересы в Украине, в том числе и бизнес-интересы. И, естественно, в любом случае турецкие интересы, как политические, так и коммерческие, могут существенно пострадать в случае, если на территории Украины произойдет, не дай бог, открытый военный конфликт. Мы с вами можем вспомнить историю 2008 года, пятидневная война, когда агрессия Российской Федерации против Грузии не на шутку тревожила все региональные государства, в том числе и Турцию. Мы помним активную дипломатию Турецкой Республики в дни пятидневной войны. И, естественно, под угрозу были поставлены энергетические интересы Турецкой Республики по линии Бакут-Тбилиси-Джейхан, например, да, известный важный нефтепровод в то время, Бакут-Тбилиси-Эрзурум газопровод. То есть все это, естественно, заставляет региональных акторов максимально способствовать тому, чтобы в регионе не разразилась большая война. Но, тем не менее, не очень, скажем так, активная реакция и действия коллективного Запада на то, что произошло в 2008 году в Грузии, в принципе, дали карт-бланш Путину идти дальше и в 2014 году напасть на Украину, оккупировать Крым и начать прямую военную агрессию на Донбассе. Где гарантия, что в случае, если сейчас Россия начнет полномасштабное вторжение, то наши западные партнеры, в том числе Турецкая Республика, не ограничатся только лишь выражением обеспокоенности? К сожалению, гарантии никто нам не даст. И мы прекрасно понимаем, что дело рук, к сожалению, утопающих применительно к Черному морю, это дело рук самих утопающих. В данном случае нужно, конечно, говорить не о том, что может сделать Запад для Украины. Нужно спросить каждого украинца, что украинцы могут сделать для своего собственного государства, чтобы предотвратить или, по крайней мере, не спровоцировать очередной этап российской гибридной агрессии. И в данном случае, конечно, прямая ответственность лежит на первых лицах нашего государства, насколько они дипломатично смогут донести ключевой смысл своей обеспокоенности за судьбу нашего государства, прежде всего лидерам Кремля. Ну вот, кстати, на этой неделе в Риге должна пройти встреча министра иностранных дел Украины и Грузии с генсеком НАТО Янсен Столтенбергом. Есть ли какие-то вот у вас ожидания в каких-то принятиях каких-то конкретных решений после этой встречи? Безусловно, мы должны приветствовать любую активность, которая направлена на обеспечение безопасности таких государств, как Грузия, Украина, особенно когда это делается при непосредственной инициативе Соединенных Штатов Америки, в том числе при поддержке наших друзей в Балтийском регионе. Ожидать результаты мы, наверное, все-таки можем, но, к сожалению, только лишь за рамки дипломатической поддержки и, возможно, все-таки применение соответствующих или расширенных санкций против Российской Федерации с предоставлением летального оружия. Наверняка об этом тоже могут договариваться. Но, опять же, хочу вернуться к ключевой проблеме. Все это будет озвучено до или после того, как Российская Федерация, к сожалению, все-таки может осуществить прямое военное вторжение против Украины. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Сергій Глебов був з нами на прямому зв'язку, доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ імені Мечникова.